Осень – время встреч и деловых форумов. Казань в этом плане площадка оптимальная. Надо отдать должное руководству республики. Все-таки это было очень своевременное решение построить рядом с аэропортом такой многофункциональный и удобный комплекс, как Казань-Экспо. Сегодня он себя оправдывает на все 100%. Международные и общероссийские мероприятия идут здесь одно за другим. Нефтегазохимический форум, Казань Digital Week, мировой строительный чемпионат. И вот на этой неделе еще один грандиозный форум с огромной выставкой и насыщенной деловой программой «Дорога-2022». Название говорит само за себя. Все, что связано с дорогами, транспортом и дорожным строительством, было представлено в нескольких павильонах и на площадке рядом с Казань-Экспо. Одна из ключевых тем форума – импортозамещение. Обсуждались вопросы, как мы двигаемся в заданном направлении, какие успехи конкретно в сфере дорожного хозяйства и транспорта, где сохраняются узкие места, как они преодолеваются. Косвенным признаком устойчивости отрасли стали открытие сразу нескольких дорог и развязок в Татарстане во время проведения форума. В них приняли участие вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов. Короче, День работников дорожного хозяйства мы встретили очень достойно. Поздравляем от души строителей дорог. Как подчеркнул президент, без вас невозможно представить дальнейшее развитие нашей республики. Любая самая длинная дорога, как говорили древние, начинается с первого шага. И наша судьба зависит от дорог, которые мы выбираем. Подробности в нашем репортаже. Одно из самых грандиозных и масштабных мероприятий на моей памяти на площадке Казань-Экспо – форум «Дороги-2022». Об этом можно судить даже по этой картинке. Здесь представлена техника, оборудование, экспонаты самые различные. От традиционных КАМАЗов, автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов и так далее, до вот таких вот масштабных, грандиозных элементов конструкции, я так понимаю, асфальтобетонного завода. Вот это бункер. От асфальтобетонного завода до дорожного парфюма, чтобы даже бегло познакомиться с каждым экспонатом выставки в Казани, понадобится несколько дней как минимум. А форум «Дорога-2022» плюс к этому еще и насыщенная деловая программа, круглые столы, конференции, заседания и открытия. Только за первые 2 дня форума было введено в строй 9 участков новых дорог. Никогда в Татарстане и в стране столько дорог не строилось. Такие темпы по всей стране. На прямой связи с площадкой Казань-Экспо, Самара и улица Осиновская. Про каждый объект можно снимать отдельные сюжеты. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказывает о своем успехе. Участок региональной дороги от улицы Полевой до проспекта Кирова. Важнейшая дорога запущена благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Федеральная поддержка помогла завершить проект реконструкции Осиновской трассы в Казани. Стратегический проект для Кировского района и всей столицы Татарстана. Цена вопроса 1 миллиард 161 миллион рублей. Его закрыли на средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита. Наконец, проект реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань. Не проект, а песня. 4 полосы движения, 2 подземных перехода, удобная эстакада возле Казань-Экспо и многое другое. Генеральный подрядчик Алексей Сдорстрой все работы завершил с высоким качеством и с опережением сроков строительства. Спасибо за доверие и поддержку, говорили сами дорожники. Ведь и финансирование также велось с опережением. А руководители в ответ: не за что, это наше общее дело. За последних 2 года просто колоссальный прорыв стройки. 165 миллионов квадратных метров мы планируем уложить асфальта по всей стране. Прорыв в дорожной сфере – это прорыв в качестве жизни людей и в экономике в целом. Не зря во всем мире стройка и дорожное строительство особенно называют главным драйвером экономики. Качественная дорога – это стимул для развития транспорта, соответственно, импульс для роста промышленности, малого бизнеса, сферы услуг, торговли и так далее. Как говорят специалисты, таким образом достигается синергетический эффект. И этот эффект мы должны использовать на собственное благо. Ушли европейские компании, производители дорожной техники. Не страшно, им на смену придут, нет, не китайские, наши, отечественные. Как отметил наш президент, когда идет речь о качестве и объемах дорожных работ, мы должны обязательно обращать внимание на использование российской продукции, российских технологий, материалов и техники. Это тема номер 1. Приоритет должен быть
именно российским производителям и российской продукции. Основная, можно сказать, сквозная тема и выставки, и всего форума – это, конечно, импортозамещение. И вот что касается дорожной техники, здесь у нас дела идут не так плохо, как кажется. Крупный производитель компании «ЕЛАЗ» представлена 3 экспонатами. Это экскаватор-погрузчик, автогрейдер и бульдозер. Вот что касается локализации и импортозамещения, дальше всего уехал вот этот автогрейдер. Он 100% локализован в России, то есть из отечественных комплектующих. Все мы можем, просто в этом практически тогда, когда была всемирная кооперация, да, не было нужды в этом. Когда машину какой-то ты, делаешь, надо туда все лучшее тащить надо. Вот поэтому мы все лучшее тащили. А сейчас это всего лучшего нас лишили. Сейчас надо это лучшее у себя надо делать. Отечественное оборудование для осуществления строительного контроля Made in Саратов. Вот эта техника позволяет контролировать колейность на дороге. Колесо двигается вперед-назад или влево-вправо по асфальтобетонному образцу и под определенной нагрузкой. И лазерный датчик измеряет, через сколько проходов будет образовываться колея. Отечественный асфальтоукладчик. Сделано в России. 93-95% мы планируем полностью локализовать на российской базе. На сегодняшний день импорт касается систем гидравлики, которые, к сожалению, были существенно упущены. Этот автобус – первая полностью разработка нашего объединенного инженерного центра группы ГАЗ. Я думаю, что со временем все импортные узлы и агрегаты будут меняться на наши отечественные. Все в работе. Можем. То есть не нужно думать, что что-то вот мы специально такое сделали. То есть приблизительно, то есть в серийном варианте он будет приблизительно такой же. Масштаб выставки и форума, конечно, поражает. И снаружи Казань-Экспо, и внутри его конструкции, образцы техники, экспонаты намного выше человеческого роста, как, например, вот эта конструкция, оригинальное архитектурное решение, которое может применяться при строительстве мостов и пешеходных переходов. Все сырье, которое мы применяем при изготовлении элементов нашей конструкции отечественного производства, мы используем российский алюминий, выполняем на российских заводах экструзию и на своих заводах уже дополнительную фрезерную обработку. Высокие технологии в дорожном хозяйстве и в управлении транспортом, в Казани их было предостаточно. Наше узкое место здесь – элементная база, которая все еще привозная. Наше преимущество – своя схемотехника и программное обеспечение. Водные датчики, которые контролируют влажность на дороге. И транспондер для взимания платы с больших грузов. Это прототип транспондера, который будет использоваться на М12 дороге. Вот. Это внутренности его, да. Это для того, чтобы взимать плату при проезде по платным дорогам. Уже упомянутый нами дорожный парфюм, который никакая не экзотика, а очень даже востребованная добавка при строительстве дорог в городских кварталах. Есть из чего выбрать, кому поручить производство. Касается ли это дорожной техники, транспорта или дорожных материалов. Ключевой вопрос, который не раз задавал участникам выставки Марат Хуснуллин. Сколько это будет стоить? Вопрос далеко не праздный и не по причине нехватки средств у федерального правительства. Скорее даже наоборот. Впервые в новейшей истории России средства на строительство дорог выделяются огромные, колоссальные. Марат Шакирзянович еще раз напомнил, сейчас в России реализуется масштабный национальный проект «Безопасные качественные дороги», который будет пролонгирован. Плюсом к нему принята грандиозная 5-летняя программа строительства и реконструкции федеральных и региональных дорог стоимостью 13 триллионов рублей. Это гигантская сумма. Это сумма, которая позволяет системно выстроить всю работу. Под эти деньги мы, кроме того, что отремонтировать и построить дороги, мы должны выстроить систему управления, в том числе контроля качества. Это важнейший вопрос сегодня. Потому что если мы 13 триллионов потратим на некачественные дороги, и потом они все развалятся, ну тогда грош нам всем цена. Добиться таких технологий, которые существенно снизят стоимость строительства новых дорог. Не в ущерб качеству. Не в ущерб качеству, конечно же. Все вполне реально, говорили сами участники выставки. А Марат Хуснуллин в ответ: тогда договорились. Поддержка будет и финансирование тоже. Выставка мне очень понравилась. Она организована на очень высоком уровне. И главное даже не то, что здесь очень хорошие экспонаты. Выставилось большое количество компаний, значит, выставилось большое количество. Главное то, что она очень содержательна. На данном мероприятии были обсуждены все вопросы, касающиеся дорожной отрасли.
Это и 5-летний план строительства, это вопрос повышения качества, вопрос подготовки специалистов, вопрос поставки техники, импортозамещения. Мы увидели, что за короткое время у нас достаточно активно стало развиваться еще импортозамещение. Это обмен мнений, выработка решений, сверка всех планов. Это, вы знаете, такой огромный синергетический эффект, когда собирают специалисты одной отрасли в одном месте. И вот эта вот совместная энергия, она позволяет дать новый импульс развития. Тимур Бекмурзин и Дмитрий Шлемин. 7 дней.